Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Сегодня, в силу последних событий, связанных с пандемией коронавируса, ученые всего мира ищут лекарства, способные защитить человека от этого опасного и коварного вируса. В начале этого года в Якутии появилась информация о том, что у нас в республике изобрели лекарство от ковид. К осени появились первые слухи о небывалой эффективности этого препарата, и в народе его уже успели окрестить чудо-препаратом. Что это за лекарство, кто его разработал, кому можно его применять, кого нельзя, об этом мы узнаем сегодня из первых уст. Сегодня у нас в гостях, точнее мы в гостях в биолаборатории у доктора биологических наук, профессора, вице-президента нашей Республиканской академии наук и главного научного сотрудника Института биологических проблем Бориса Кишельгольца. Здравствуйте, Борис Моисеевич. Здравствуйте, Ирина. Но прежде чем вы начнете отвечать конкретно на все поставленные вышеперечисленные животрепещущие вопросы, хочется узнать от вас, как от ученого биолога, насколько вообще этот вирус действительно опасен, потому что, судя по темпам вакцинации, многие до сих пор не верят в то, что этот вирус вообще есть, или, по крайней мере, в то, что действительно он так опасен. Вот все те предупреждения, которые звучат из уст врачей, медицинских работников, они абсолютно справедливы. Для того, чтобы убедиться, есть вирус, есть пандемия или нет, надо просто поговорить, пообщаться с врачами, с медсестрами, которые работают вот уже без малого 2 года в красной зоне. Это действительно беда. Беда, с которой столкнулось человечество. По-видимому, в ближайшее время эта беда будет с нами. Мир вирусов на самом деле это чрезвычайно мутабельный мир. И хотя вообще вирусы, они как бы находятся на границе между неживой и живой материей, но все процессы адаптации, изменчивости в наибольшей степени характерны именно для вирусов, затем для бактерий и только потом уже для растений, животных и, наконец, для человека. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Этот вирус в результате особых условий, сложившихся в окружающей среде, мог возникнуть действительно спонтанно в живой природе. И прежде всего, это, конечно, вирус, который не был характерен для человека. То есть он не выведен специально в лаборатории, это естественного происхождения вирус. Да. Дело в том, что вирусы, не только гриппов, различных гриппов, вирусы, скажем, сывороточных гепатитов, и в том числе коронавирусы, относятся к так называемым РНК-вирусам. У них в самой вирусной частице, в вирионе, нет молекулы ДНК, есть молекула РНК, которая, попадая в клетку хозяина, претерпевает изменения, то есть на базе этой РНК-матрицы синтезируются фрагменты ДНК, которые встраиваются в геном клетки хозяина, и клетка хозяина, в данном случае человеческая клетка, начинает воспроизводить все новые и новые формы этого вируса. На сегодня мы столкнулись именно с формой коронавируса, который называется SARS-CoV-2, поскольку ему предшествовали как раз предыдущие мутантные формы коронавируса, прежде всего это SARS-CoV-1, он вызывал атипичные пневмонии где-то в 2018-2019 годах. Но та форма вируса, она оказалась не такой заразной в человеческой популяции, и поэтому это более-менее сошло на нет. А SARS-CoV-2 оказался вирусом с очень высокой контагиозностью, заразностью. И сейчас все новые штаммы, новые разновидности, скажем, того же дельта-штамма, они уже очень быстро тестируются на первичную последовательность РНК, и при этом очень четко видно, в каком месте, где произошла мутация. То есть тут сомнений о том, что это вирус, что это РНК-вирусы, что это целое семейство. Это то, что мы говорим, английский штамм. Да. Это сейчас появились новые формы уже дельта-штамма. И тут еще можно привести такой аргумент в пользу вакцинации. Дело в том, что скорость мутации вируса, в данном случае коронавируса, она резко ускоряется, если в организме больного этот вирус присутствует длительное время.
Вот, скажем, заразились два человека. Один человек вакцинированный, другой нет. У вакцинированного иммунная система уже подготовлена к борьбе с этим вирусом, и поэтому время нахождения вирусной частицы в организме такого вакцинированного человека, оно сокращается, оно короткое. За это время вирус не успевает мутировать в организме человека. Это некая защита от появления новых форм этого вируса. По сравнению с человеком, который не вакцинирован, у него этот вирус существует более длительное время, он интенсивнее размножается, и повышается вероятность в организме этого человека, чтобы вирус еще раз промутировал и образовались его новые формы. Говорят же некоторые, что мы не прививаемся, потому что какой смысл прививаться сейчас, если потом появится новый штамм? Вот те самые непривитые, Они создают эти новые в штаммы. организме которых вирус продолжает размножаться длительное время, поскольку иммунная система не подготовлена, она сразу не начинает бороться с вирусом. Вот. Значит, это время удлиняется, и повышается вероятность, что в процессе мутации прямо в организме этого человека появятся новые штаммы. То есть невакцинированные – это… полигон для развития… Совершенно верно, да. Не хотелось мне это слово произносить применительно к организму человека, но это именно так. Вакцинация совершенно необходима по двум причинам. Значит, первое. Вакцинация – это не есть гарантия того, что человек не заболеет COVID-19. Но это абсолютная гарантия, что, заболев, он перенесет, во-первых, легче намного. Да? И, во-вторых, вот этот период острой фазы болезни у вакцинированного будет намного короче. Почему это важно, вот этот более короткий период? Ровно потому, что этот человек в острой стадии болезни не будет способствовать формированию новых мутантных штаммов вируса в своем организме. Для того, чтобы сформировался новый мутантный штамм, нужно достаточно длительное время нахождения вируса в организме данного человека. Если он вакцинирован, то у него просто эта стадия пройдет быстро, и новые формы вируса не возникнут. Если мы, я имею в виду сограждане, не вакцинируемся, тем самым мы никогда с этой проблемой не справимся, потому что в организме человека, у которого острая стадия протекает длительное время, с высокой вероятностью будут формироваться все новые и новые штаммы. Но это бесконечная история. Бег за бесконечностью, да, совершенно верно. Конечно, в идеале было бы, чтобы, скажем так, одноразово, пусть там в течение 2 недель, месяца, 100% населения привилось бы. Вот тогда бы мы справились с этой бедой действительно на корню, как говорится. Такого не произошло, это не только в нашей стране, и в других странах, но обязательно надо вакцинироваться. Более того, те, кто вакцинировались, там, скажем, полгода, 8 месяцев назад, не бойтесь ревакцинироваться. Сейчас вот для ревакцинации как раз и создана новая вот эта вот вакцина, облегченная, она так и называется, «Спутник Лайт». Вот. Надо ревакцинироваться, чтобы не дать возможности вирусу дальше мутировать. Надо эту цепочку прервать. Плюс ко всему, конечно, надо как можно быстрее решать задачу вакцинирования подростков, по крайней мере, начиная с детей школьного возраста. Вот когда мы вот эти две задачи решим, 80%, включая детей, начиная с младшего школьного возраста, тогда у нас уже вот таких волн пандемии, как вот сейчас осенью, с очень высокой вероятностью не будет. А вообще надо понимать, что этот вирус, он вошел уже в нашу среду обитания, он будет с нами теперь всегда, как сезонные вирусы того же гриппа и так далее. Но если мы вот эту вот процедуру 80% вакцинации населения, вот этой большой когорты населения реализуем, то его контагиозность, заразность резко снизится, и он в будущем действительно станет сезонной формой гриппа, не более того. Вот. А если еще и проходить профилактику, то есть предотвращать микротромбозы, предотвращать аутоиммунные осложнения, будем жить как раньше. Мы подбираемся к сути разговора. Ваша лаборатория занимается разработкой препарата против ковида, и недавно вы получили на него патент и лицензию.
Значит, ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что этот препарат, который называется бетуклодин, на самом деле был разработан еще в предыдущие годы. Значит, патент мы получили, по-моему, в 2018 или в 2019 году. До появления коронавируса. До появления коронавируса, до вот этой всей пандемии и так далее. Во-первых, сразу хочу сказать, что это не лекарственное средство, это БАД, биологически активная добавка. В нее входят две группы биоактивных веществ, природных, которые мы выделяем по определенным технологиям, значит, из двух источников. Это лишайники, с которыми мы работаем очень давно, и это кора березы, с которой мы работаем относительно недавно. Но вы сказали, что один компонент из березы, из коры березы, второй компонент из лишайника. Ну, с березой понятно, она везде растет, а лишайники такие наши особенные якутские. Надо сказать, что чем лишайники хороши для биотехнологии, их состав не сильно отличается от места произрастания. Поэтому на самом деле в качестве сырья для этого препарата годится, как говорится, Любой лишайник. почти любой лишайник. И первоначально вот этот препарат бетуклодин, поскольку он обладает хорошей выраженной противовирусной активностью, к разновидностям вируса гриппа и к вирусам сывороточного гепатита, это все было проверено в мировой практике и очень давно, значит, это вещество, которое выделяется из коры березы. С лишайниками мы тоже работаем очень давно, и вещества, которые у нас образуются в процессе, значит, биотехнологического передела, они уже давно были испытаны как антибактериальные средства. Поэтому, когда мы разработали этот препарат бетуклодин, мы его, естественно, испытывали, значит, в содружестве с нашими медицинскими учреждениями при лечении, во-первых, скажем, туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Эти работы велись на базе нашего научно-производственного центра «Фтизиатрия» под руководством замгенерального директора центра, доктора медицинских наук Винокуровой Марии Константиновны. Это одно направление. А второе направление – это при лечении наиболее тяжелых форм сывороточных вирусных гепатитов. Это так называемый гепатит B плюс D. Эта форма отличается тем, что чаще всего болеют мужчины, причем самого такого плодотворного возраста, это 30, 40, 45 лет. И, к сожалению, эта форма имеет достаточно высокую летальность. Эти работы, эти клинические испытания велись на базе нашей инфекционной больницы под руководством Снежаны Спиридоновны Слепцовой. Она в то время была главным инфекционистом Минздрава Республики, она же и замдиректора по науке нашего мединститута, доктор медицинских наук, профессор. И там были показаны хорошие результаты. Вот после этого мы и подали заявку на патент и получили совместно со Снежаной Спиридоновной этот патент, значит, на препарат бетуклодин. Кроме того, благодаря именно вот этой комбинации появляются новые свойства. И основные из них – это достаточно высокая, но мягкая противосвертывающая активность. Значит, еще одно направление активности – это модуляция иммунной реактивности. То есть одно из активных веществ в составе этого препарата позволяет иммунной системе не реагировать в аутоиммунном режиме. Что такое аутоиммунный режим? Когда иммунная система начинает бороться с клетками собственного организма, с органами собственного организма. Но теперь мы знаем наиболее яркое, допустим, проявление аутоиммунных реакций, теперь уже я имею в виду при пандемии, это цитокиновый шторм. И поскольку аутоиммунные процессы, они характерны и для механизма действия, скажем, вирусов гепатита, то вот это все уже было изучено, еще до пандемии, повторяю. Это 18-19 годы. Когда в самом начале 2020 года эта беда дошла до России, потом до нашей республики, еще очень многие моменты механизма действия вируса на организм человека были непонятны. Или, скажем так, не до конца понятны, не до конца изучены. Понятно было, что нужны противовирусные препараты, понятно было, что нужны меры санитарной предосторожности и прочее, прочее.
нужны там меры самоизоляции, те же маски, там, мытье рук и прочее, прочее. Да? Понятно было, что нужна вакцина, но не было до конца понятно, какого рода препараты нужны. Противовирусные – да, а что дальше? Поэтому, когда мы получили, разработали этот препарат бета-коллагин, мы его, естественно, испытывали, значит, в содружестве с нашими медицинскими учреждениями при лечении, во-первых, скажем, туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Эти работы велись на базе нашего научно-производственного центра «Фтизиатрия» под руководством замгенерального директора центра, доктора медицинских наук Винокуровой Марии Константиновны. Это одно направление. А второе направление – это при лечении наиболее тяжелых форм сывороточных вирусных гепатитов. Это так называемый гепатит B плюс D. Эта форма отличается тем, что чаще всего болеют мужчины, причем самого такого плодотворного возраста, это 30, 40, 45 лет. И, к сожалению, эта форма имеет достаточно высокую летальность. Эти работы, эти клинические испытания велись на базе нашей инфекционной больницы под руководством Снежаны Спиридоновны Слепцовой. Она в то время была главным инфекционистом Минздрава Республики. Она же и замдиректора по науке нашего мединститута, доктор медицинских наук, профессор. И там были показаны хорошие результаты. Вот после этого мы и подали заявку на патент и получили совместно со Снежаной Спиридоновной этот патент, на препарат бета-коллагин. Кроме того, благодаря именно вот этой комбинации появляются новые свойства. И основные из них – это достаточно высокая, но мягкая противосвертывающая активность. Еще одно направление активности – это модуляция иммунной реактивности. То есть одно из активных веществ в составе этого препарата позволяет иммунной системе не реагировать в аутоиммунном режиме. Что такое аутоиммунный режим? Когда иммунная система начинает бороться с клетками собственного организма, с органами собственного организма. Но теперь мы знаем наиболее яркое, допустим, проявление аутоиммунных реакций, теперь уже я имею в виду при пандемии, это цитокиновый шторм. И поскольку аутоиммунные процессы, они характерны и для механизма действия, скажем, вирусов гепатита, то вот это все уже было изучено, еще до пандемии, повторяю. Это 18-19 годы. Когда в самом начале 2020 года эта беда дошла до России, потом до нашей республики, еще очень многие моменты механизма действия вируса на организм человека были непонятны. Или, скажем так, не до конца понятны, не до конца изучены. Понятно было, что нужны противовирусные препараты, понятно было, что нужны меры санитарной предосторожности и прочее, прочее, нужны меры самоизоляции, те же маски, мытье рук и прочее, прочее. Да? Понятно было, что нужна вакцина, но не было до конца понятно, какого рода препараты нужны. Противовирусные – да, а что дальше? Это начало проясняться где-то в конце весны, в апреле, в мае, к июню 2020 года. И вот когда стало понятно, что у вируса SARS-CoV-2 есть целый набор механизмов действия на организм человека. Это, естественно, и размножение вирусных частиц в клетках, прежде всего альвеолярных клетках дыхательного тракта организма человека, но поскольку он, собственно, и попадает через дыхательные пути, первое место, где он встречается с клетками организма человека, это клетки альвеол. Плюс ко всему оказалось, что определенные рецепторы на мембране этих клеток очень хорошо улавливают вирусные частицы. Это, как говорится, первая мишень. Дальше, размножаясь в организме человека, вирус начинает, основной механизм его действия дальше, это влияние на систему свертывания крови. То есть один из самых тяжелых механизмов и одна из самых основных причин высокой летальности – это то, что вирус инициирует микротромбозы, то есть усиливается свертываемость крови. Но и этого мало. Вирус оказывает свое влияние на иммунную систему. Иммунная система призвана защищать
от вирусов, да, от вирусов, от бактерий. На самом деле у нее масса других функций, но в данном случае это функция защиты. Вирус – это, как я уже сказал, это частица, которая находится на границе между неживой и живой материей и обладает чрезвычайно высоким адаптивным потенциалом, потенциалом приспособления. И поэтому вирус SARS-CoV-2, значит, поскольку иммунная система для него как бы враг, для вируса, начинает действовать на определенные клетки иммунной системы, провоцируя таким образом их перестройку их активности, что иммунная система начинает атаковывать клетки собственного организма. То есть резкая активация аутоиммунных процессов. Значит, таким образом, получается, что вот у вируса SARS-CoV-2 несколько направлений тяжелого действия на организм человека. Во-первых, это само размножение вирусных частиц. Второе, значит, это, как я уже сказал, влияние на систему свертывания крови. Дальше, влияние на иммунную систему. Плюс ко всему, значит, вирусные частицы, когда интенсивно размножаются, образуется большое количество токсинов, вирусных токсинов. Значит, эти вирусные токсины создают вот эту самую ситуацию очень сильной интоксикации в организме человека. Значит, это провоцирует воспалительные процессы и так далее, и так далее. Все, что мы имеем, собственно говоря, в клинической картине COVID-19. И оказалось, что на самом деле, когда мы говорим о противовирусных препаратах в отношении именно SARS-CoV-2, то хорошо бы учитывать вот эти все направления действия. То есть, если какой-то препарат обладает только противовирусной активностью, этого мало. Более того, значит, организм, инфицированный вирусом, он ведь ослабляется, особенно если это поражаются легкие. Значит, больной уже становится лежачим. Это провоцирует, во-первых, пневмонии, и на вирусную пневмонию наслаивается еще бактериальная пневмония при ослаблении собственных защитных сил. Значит, препарат должен обладать противовирусной активностью, противобактериальной активностью, значит, противосвертывающей активностью и, наконец, способностью возвращать иммунореактивность в нормальное русло. Но оказалось, что препарат, который мы создавали для лечения совершенно других заболеваний, он оказался достаточно идеальным, я бы даже сказал, образом. Он соответствует вот всем этим направлениям действия, которые нужны для препарата противовирусного действия в отношении COVID-19. Если больной стационарный, и ему уже сегодня там, ну, и в стационаре применяются вот эти вот препараты антикоагуляционного, значит, иммунодепрессантного действия, то здесь, применяя бета-клотин на этом фоне, можно переборщить. Это тоже плохо. Поэтому здесь определяет только лечащий врач, однозначно. Сегодня наша медицина, и к чести наших якутских врачей, надо сказать, да, медработников, что они вообще одни из первых в стране научились лечить острую стадию COVID-19. Существует такой рейтинг, который обновляется ежедневно. Это 85 регионов России по заболеваемости COVID-19. Это антирейтинг. Чем выше, тем хуже. Вот первые строчки занимает Москва, Московская область, Санкт-Петербург и так далее. Да? Якутия была на 37-м месте из 85 регионов. Это на предыдущих волнах. Сегодня Якутия находится на 50-м месте антирейтинга. То есть, да, у нас сейчас 4-я волна, но в Якутии, может быть, это для некоторых очень странно прозвучит, но в Якутии обострение этой волны существенно меньше, чем во многих других регионах России. А вот испытания, про которые вы говорили, они как проходили, с чьим участием? Мы писали развернутое предложение, развернутую программу. Она была согласована с нашим Министерством здравоохранения, только с их согласия. Значит, в первую очередь выразила желание использовать этот препарат. Это республиканская больница номер 2, наша областная больница, в целях профилактики медработников, работающих в красной зоне. Препарат бета-клотин
значит, использовали в целях профилактики, вот как сейчас помню, 33 медицинских работника, работающих в красной зоне. Из них 32 вообще не заболели, хотя там понятно, что контакт был постоянный с вирусоносителями. Одна женщина заболела, потом, как выяснилось, она принимала этот бета-клодин, ну так, нерегулярно, с перебоем. Пропускала просто, да. В то время как, значит, в группе не принимающих бета-клодин медработников, работающих в этой же красной зоне, к сожалению, заболело до 10%. То есть в первом случае 3%, во втором случае не принимающих 10%. И вот когда эти результаты, значит, мы совместно с РБ-2 представили, значит, в наш Минздрав, они дали свое согласие на более широкие испытания. И второе, значит, с разрешения, опять же, нашего Министерства здравоохранения, значит, здесь группа была такая. Это родственники больных ковидом, которые проходили лечение амбулаторно. COVID-19 отличается еще тем, что очень тяжело, причем достаточно часто проходит период реабилитации, он очень длителен. И для COVID-19 еще характерно так называемые отложенные осложнения. Вот человек уже как бы поправился, температура пошла, он себя хорошо чувствует, все в порядке. Проходит какое-то время, а это может даже время несколько месяцев быть. И потом как будто как бы вторая стадия болезни. На самом деле это не вторая стадия болезни, это отложенные осложнения. Потому что те процессы, которые вирус запускает, вот повышение свертываемости крови, значит, формирование аутоиммунных процессов, они могут протекать как бы латентно, но протекают. А потом, когда они набирают уже критическую массу, они начинают проявляться клинически. Повторяю, это может даже через несколько месяцев происходить. Поэтому реабилитация больных, перенесших COVID-19, очень серьезная и, ну, наверное, одна из важнейших задач сегодня в практической медицине в отношении вот пандемии COVID-19. Вот. Значит, ну и здесь уже мы, значит, тоже с участием врачей уже поликлиник набирали группу больных, значит, рассылали им, соответственно, анкеты, предоставляли этот препарат и получали от них обратную информацию в виде анкеты. И оказалось, что вот этот препарат, бета-клодин, в разы уменьшает время реабилитации. Во-вторых, снижает тяжесть в процессе реабилитации. Значит, практически полностью исключает вот эти самые отложенные осложнения. Ровно по той причине, что не дает сформироваться выше критического уровня, значит, повышенной свертываемости крови и повышенной аутоиммунной реактивности. То есть он действует не столько на сам вирус, сколько на пораженные клетки, да? Вот вы сейчас сказали самое главное. Понимаете, препараты, которые надо применять при пандемии COVID-19, должны обладать не только противовирусной и антибактериальной активностью, они должны помогать организму не поддаться на вирусную провокацию, я бы так сказал. То есть не поддаться на провокацию повышения свертываемости крови и не поддаться на провокацию аутоиммунных процессов. И вот в этом как раз и заключается комплексность такого рода препаратов. А где его производят? Значит, у нас, ну, еще достаточно давно был создан биоцех института. Он прошел лицензирование тоже, как и препараты, ранее нами производимые, лицензирование Роспотребнадзором. Вот мы сейчас с вами находимся как раз в одном из подразделений этого биоцеха, где производят жидкие препараты. Благодаря, кстати, поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева, значит, на 3 миллиона докупили недостающее оборудование, мы создали как бы вторую часть этого биоцеха, где производим препараты капсулированные, ультрадисперсные порошковые препараты. Я правильно понимаю, сейчас вы покажете, где этот препарат делается? Да, именно в той части биоцеха мы сейчас с вами побываем, где, собственно, производится бета-клодин. И покажете как? Ну, кое-что покажу. Все химические реакции, биохимические в данном случае, протекают непосредственно в твердой фазе.
грубо измельченные лишайники и порошки, вещества, которые мы выделяем из коры березы, в твердой фазе, в твердом виде образуется вот тот комплекс, который мы называем бета-колладин. Вот эта часть оборудования – это как раз то, что мы приобрели благодаря поддержке Арсения Сергеевича. Благодаря вакууму температуры очень низкие. Значит, досушиваем, вот, и затем на этой установке капсулируем. Все. До получения этого оборудования все это делалось почти вручную. Эта установка, конечно, не самый верх совершенства, это полуавтомат. Мы надеемся, что когда мы будем расширять производство, как я уже рассказывал, с участием наших индустриальных партнеров, там мы планируем закупить уже полную автоматическую линию, участие человека не потребуется. А вот это вот готовый препарат уже. Для профилактики вот эта доза 60 капсул, значит, это на 30 дней для профилактики. А для лечения тоже? А для лечения, значит, это 80 капсул в такой баночке. Вот, это по 2 капсулы 2 раза в день в течение 20 дней. В исходном лишайнике, вот даже там, ну, скажем, люди собрали лишайник, там кто-то, его измельчили или там отвары сделали и так далее, да, этих веществ, которые здесь образуются, нету. Значит, основное вещество вот, слоевища лишайников – это такие длинные углеводные молекулы, полимерные молекулы, да? Значит, а активное вещество препарата – это нарезанные эти длинные молекулы, то есть уже коротенькие молекулы, олигосахариды так называемые. И вот это вот… То есть она до молекул измельчает это, получается? До молекул средней длины. До молекул средней длины? Да, да. Молекулы длинные, полимерные, в том числе измельчаются до молекул средней длины. И они вступают в реакцию Совершенно верно. С молекулами. Да, и все это в твердом состоянии, повторяю, что очень важно. Следующей нашей задачей было, которой мы озаботились где-то, наверное, с конца лета этого года, осенью этого года, это, значит, поиски, как сейчас модно говорить, индустриального партнера. Предложений было много, и буквально вот в октябре месяце, значит, мы такого партнера нашли, или он нашел нас, так тоже можно сказать. Вот. И мы заключили сейчас протокол о намерениях, что уже со следующего года, с 2022 года, значит, мы будем организовывать уже промышленный выпуск этого препарата бета-колладин. Подобного рода препараты, они коренным образом отличаются от вакцин. Вакцины создаются, ну, если не одну мутантную форму, по крайней мере, на узкую группу мутантных форм. Поэтому вот эти опасения, которые сейчас существуют и в научном сообществе, и, собственно говоря, среди граждан, о том, что если нас и дальше будут преследовать вот этот вот процесс мутации, появления все новых форм вируса, то возможно, что те вакцины, которые сегодня созданы и которые работают, их придется модернизировать, модифицировать и так далее. А вот препараты такого действия, ну вот, к которым относится бета-колладин, они являются относительно неспецифичными. Поэтому мы очень надеемся, что даже если будут появляться новые формы, новые вирусы, новые штаммы вируса SARS-CoV-2, наш препарат будет эффективен. Над какими-то еще проектами параллельно вы работаете сейчас? Проектов у нас достаточно много. Иногда может даже показаться, что на маленький штат нашей лаборатории это чересчур много проектов, но нас выручает, конечно, возможность работать комплексно. У нас есть направления, связанные, скажем, с созданием препаратов, которые были бы эффективны, например, при таком очень распространенном тоже состоянии, как остеопороз и остеопения. Мы вместе с нашими новосибирскими коллегами разработали препарат, который сейчас проходит уже вторую стадию клинических испытаний. Это для лечения подагры. Еще один наш препарат может быть достаточно эффективен при лечении артритов и артрозов. Ну, это я вот назвал, скажем, наши прикладные работы, но ведь прикладные работы вытекают из результатов фундаментальных исследований. Поэтому
основная наша тематика, наши усилия направлены на изучение как раз, во-первых, биохимического состава, значит, организмов растений и животных, прежде всего якутских, конечно, экоформ. Вот. И второе, на изучение механизма тех заболеваний, по отношению к которым мы ставим себе задачу создать препараты. И вот когда результаты этих двух фундаментальных блоков стыкуются, вот тогда появляется возможность и развитие внедренческой части, развитие прикладной части. Значит, Айсен Сергеевич подписал республиканскую программу, это как раз 31 декабря 2020 года, значит, поэтому все-таки в 2021 году какие-то сдвиги реальные есть. Ну, во-первых, восстановлена так называемая программа комплексных научных исследований в нашей республике. Первый этап проходил еще в 2016-2017 году, потом 2018, 2019, 2020 это было заморожено. В 2021 году эта программа сейчас восстановлена, работает. Будем надеяться, что она будет работать и в последующие 2022-2024 годы. Далее, значит, в этом году наша республика, благодаря поддержке, прежде всего, Айсена Сергеевича Николаева, выиграла федеральный грант на создание научно-образовательного центра мирового уровня «Север». НОТ-Север, причем этот НОТ-Север, он отличается своей межрегиональностью. Инициатором являются 4 региона, а вообще эта программа сейчас работает в 5 регионах, кроме нашей республики, это еще Магаданская область, Сахалин, Камчатка и Чукотка. То есть вот северо-восток России, прежде всего наша республика, оказалась в тренде 2 векторов развития России. Посмотрите, сейчас у нас в России в первую очередь развивается, реально развивается, это вектор дальневосточный, а другой вектор это арктический, да. И мы оказались в центре, на пересечении. Вот, поэтому на наш НОТ-Север большие надежды возлагаются не только в регионах, но и в федеральном центре. За вот эти, ну считайте, 30 лет слишком много проблем накопилось в российской науке. Это не только отставание с точки зрения обновления приборного парка. К сожалению, очень сильный так называемый разрыв поколений. Поэтому вот последние годы, в том числе в 2021 году, большое внимание уделяется решению задачи привлечения молодежи, начиная со школьников, студентов в науку. У молодежи надо прежде всего формировать интерес к науке. Вот это очень важно. И дальше уже не увеличивая, а наоборот пытаясь снизить вот этот уровень разрыва поколений, чтобы в лабораториях были и представители старшего поколения, и молодежь. И вот тогда вот эта вот преемственность, обмен опытом и так далее, вот тогда это будет действительно развитие. Все, спасибо вам большое. Желаем вам дальнейших достижений научных, удачи, здоровья, самое главное. Спасибо. Здоровья и вам, и всем телезрителям. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.